Здравствуйте, дорогие туркменстанцы. Я опять с вами, Мурат Курбанов. У меня, по-моему, видео встало. Картинка встала, наверное, там. Алло. Вот сейчас картинка пошла. Здравствуйте, дорогие туркменстанцы. Я опять с вами, Мурат Курбанов. Я хотел сегодня вам дать информацию о себе, как я поживаю, как идут все процедуры по поводу депортации моей из Турции. Если вкратце сказать, я подписал вчера документ, когда разговаривал с представителем миграционной службы. В этом документе в статье 9, указано, что... Я извиняюсь, звонок был. В статье 9 закона 6458 указано, что меня, оказывается, проинформировали первый раз, согласно этой статьи, значит, этого артикла, меня как бы депортируют, что меня предупредили первый раз, и второй раз я как бы в нарушении этого вот прилетел и меня депортируют. Конечно, это неправда, поэтому верить процедурам Турции мало оснований, но тем не менее мы сейчас с адвокатами работаем, наши адвокаты работают в этом направлении. Мы открываем сегодня дело специальное, которое будет рассматриваться в суде, и на основании этого они или отменят, или же не отменят это постановление миграционной службы о моей депортации, о запрещении въезда в Турцию. Я никакие законы не нарушал и никакие административные нормы тоже не нарушал. То есть со мной связались правозащитные организации и так далее. Очень много людей связываются, просят помочь. Я всех благодарю, всех людей, кто неравнодушен к ситуации, всех благодарю. Я постараюсь отвечать на звонки и постараюсь совместно работать со всеми. То есть работа идет во всех направлениях. Я работал сегодня с консулом и послом Франции, объяснял ситуацию. Они тоже включились в эту работу, поэтому работа идет одним словом. Я себя чувствую нормально, все хорошо. Нам завтрак дали. Вот. Конечно, условия не те, но тем не менее нормально, есть помещение, есть где спать. Все нормально. Мы в более худших условиях работаем и живем, ничего страшного. Поэтому все продвигается, надо быть всегда готовым на то, что когда ты занимаешься защитой прав человека, эти бандиты, как Бердымухамедов, они всегда будут против тебя настраивать все государственные органы всех стран, обзывая тебя террористом и еще кем-то, и еще кем-то. Это их конек, потому что у них печать государства, у них, значит, статус, у них, они управляют государством. 14 лет, сами подумайте, 14 лет он находится на посту президента. Такого, ну, это понятно, что диктатура. Поэтому с этими режимами надо бороться, зная все. Как я говорил, со спецназом, со специализированными службами я уже привык общаться. В Нью-Йорке мы общались в этом, в Вашингтоне, общался в Женеве, общаюсь здесь. Ничего страшного, это процедура, надо ее проходить. Когда ты все объясняешь, они видят, что ты не террорист, на этом все у них. Все их стрелы, как говорится, торпеды сами взрываются. Поэтому бояться ничего не надо. Законы работают. Может быть, где-то они вот как бы оттягиваются или незаконно какое-то решение принимается, но его все равно можно отбить это решение, в крайнем случае в Европе или же здесь же отбить можно. Любое решение, поверьте, можно будет рекламацию делать и держать, Никаких проблем нет. Поэтому всегда надо основываться на закон и всегда быть на стороне закона. Тогда никто не сможет вас тронуть. Да, есть попытки там какие-то депортировать меня в Туркменистан или какие-то дела, но это нереально. Если даже это произойдет, уже многие правозащитные организации в курсе, и
Это будет самый лучший способ приехать в Туркменистан, обеспечив себе безопасность. Поэтому это не пугает, наоборот, это дает шанс. Мы давно хотели бы бороться с режимом на территории режима, то есть на территории Туркменистана. Вот. Мы все равно будем искать пути законного присутствия там и законно бороться с режимом там. Потому что все, что мы делаем в данный момент, мы просто агитируем людей, мы объясняем, мы разъясняем ситуацию, разъясняем, что утопичность этого режима, то есть он никуда не приведет, никуда в хорошее направление не приведет, поэтому мы агитируем, чтобы поднять массы. Как массы поднимутся, естественным образом мы должны быть в Туркменистане для продолжения борьбы. Это неотъемлемая часть нашей борьбы, наших планов. Поэтому я всем советую, кто окажется в таком положении, в депортационном лагере, или никогда не бойтесь. Если вас депортируют в Туркменистан, за вами будут все стоять, ДВТ будет стоять, весь мир, все правозащитные организации. Вас там не только не тронут, вас будут там оберегать. Поэтому, потому что уже незаконное действие совершилось на международной территории. Поэтому вы будете как Туркмении, как человек, о котором будут всегда интересоваться все организации, все государства и так далее. И Харамдан, он испугается не то, что тронут вас, он будет оберегать вас, чтобы с вами ничего не случилось. Поэтому бороться надо всем. Вот. Надо, скажем, не так бороться, как поменять свою жизнь в лучшую сторону. Вы не обязательно должны быть активистом, вы не обязательно должны быть оппозиционером. Вы должны быть людьми, которые хотят поменять вот эту никчемную, ненастоящую, никому не нужную жизнь на лучшую, счастливую жизнь. Потому что время идет. Мы просто теряем время. Если вернуться к моей ситуации, сегодня по-нормальному меня должны депортировать во Францию. Если будут депортировать в Париж, я не полечу, я откажусь от полета. Даже если меня затолкают в самолет, вот одну технику мне подсказал Нуры, надо стоять как в автобусе. В этом случае самолет не взлетает, и пилот отказывается от вас снимают с рейса. Я буду улетать только в Тулузу, потому что я купил билет. То есть мы купили билет с Тулузы прямой сюда и прямой обратно, поэтому они должны тоже это соблюдать. Я постараюсь, чтобы они соблюли это, и я поеду только прямым рейсом. Это уже не мои проблемы, это проблемы Турции. Вот. Еще раз хочу подтвердить, турецкое правительство, поддерживая туркменский режим, глубоко ошибается. Оно и раньше поддерживало, но оно не понимало, что сегодня туркменский народ, Туркменистан – это одно, президент Туркменистана, бандит Бердымухамедов – это другое. Эти 100 человек вокруг него, которые ему лижут все места, это вообще другое. Это к народу Туркменистана никакого отношения не имеет. Обозвавший себя национальный лидер или аркадак, этот человек просто преступник. Каждый день совершает свои преступления. Как я говорил, каждый день он с утра до вечера совершает преступление. Сегодня он захватил власть исполнительную, назначил себя президентом, назначил себя президентом Кабинета министров. Законодательную назначил себя председателем парламента. Сам себя выбрал, сам себя провел собрание, назначил себя председателем парламента. Этот человек уже давно захватил судебную власть. Все 3 ветви власти захватил, и сегодня он официально, нарушая последнюю конституцию Туркменистана, продолжает нарушать. И по нем плачет тюрьма очень давно. Поэтому весь народ Туркменистана должен потрудиться, чтобы этого бездарного, не знающего закона, не уважающего закона, не уважающего конституцию Туркменистана, не уважающего народ Туркменистана, человек должен понести свое наказание, должен быть привлечен к ответственности и оказаться в тюрьме, куда он сажает уже 14 лет людей. Вот. Я бы хотел пожелать всем доброго дня. Постараюсь еще быть на связи, если у меня интернет не кончится. И желаю всем всего наилучшего. Спасибо. До свидания.